Открываем глаза. На столе посмотри. Ой, фотоаппарат. Похоже на телефон. Включу тебе. Бестолковая. Ого, я включил. Ой, телефон. Вот что. Я ничего не знаю. Даже можно снимать кино. Телефон и фотоаппарат два в одном. Фотоаппарат, телефон. Прикольно. Никогда еще таких не видела. Это прям не фотоаппарат, а телефон. Фотоаппарат, телефон. Galaxy S4 Zoom. Это он и есть. Zoom. Zoom. Смешное слово. Говори с увлечением, снимай с увеличением. Я побежал тусить, пока. Дамы и господа, Galaxy S4 Zoom. I talk and shoot. I shoot and talk. I talk and zoom. Talk and Zoom. Samsung Galaxy S4 Zoom. Ну хорошо. Итак, первый вопрос, который приходит в голову, когда я гляжу на этот телефон. Жан-Даниэль, спрошу честно, это телефон или камера? И то, и другое. Официально Galaxy S4 Zoom — единственный смартфон в мире с 10-кратным оптическим зумом. Хорошо, расскажите нам об объективе. Это главная особенность. 10-кратный оптический зум. Лучшая оптика, лучшие снимки. Я думаю, вы все согласитесь, что когда используешь зум на смартфоне, трудно получить хороший снимок. Это потому, что большинство смартфонов используют цифровой зум, и только цифровой. Как вы видите сзади меня, 10-кратный оптический зум позволяет снять потрясающе четкие снимки с большого расстояния. Ну, люди, которые понимают фотографии, поймут, как важно иметь в смартфоне оптический зум. А как насчет людей, которые не так сведущие в фотографии, но тоже хотят добиться высоких результатов? Ну, каждый, кто использует S4 Zoom, поймет преимущество оптического стабилизатора изображения. Конечно, вы можете использовать алгоритм, который позволяет добиться результатов и с цифровым стабилизатором, но в случае использования настоящей оптики вы получаете хорошие результаты даже при низкой освещенности. Это действительно очень высокие результаты для смартфона. А как насчет сенсора? Сенсор — это прекрасная 16-мегапиксельная матрица, прекрасно работающая в условиях низкой освещенности. К тому же здесь имеется и ксеноновая вспышка, которая гораздо лучше стандартной LED-вспышки. Оптический зум, ксеноновая вспышка, прекрасная оптика, то есть можно сделать хорошие снимки даже с помощью своего смартфона, не только входя в бар, но и выходя в темную непроглядную ночь. Вот посмотрите. Заметьте разницу. Фотография справа была снята с помощью S4 Zoom, и она намного ярче и четче, чем другая. Ну хорошо, я вижу, у вас есть элегантный белый вариант. Да, официальное название этого цвета — белый иней. А тот, который вы держите в руках, называется черный туман. Ничего не напоминает? Да, конечно, цвета S4. Кстати, черный туман — это также мое имя, как супергероя. Хотите, я покажу свои способности супергероя? Нет, не сейчас. Нет, серьезно, могу это сделать с бензином, со спичками? Не сейчас. Ну хорошо. Тогда я
вернусь к серьезным вопросам. Хочу спросить про приложения и уникальные функции. Особенно мне интересна функция In-Call Photo Share. Что можете сказать о ней? Ну, как вы видите из названия, эта функция позволяет вам сделать снимок во время разговора. Достаточно, когда вы разговариваете, повернуть кольцо, сделать снимок, нажать кнопку «Отправить», и снимок уйдет к тому человеку, с которым вы разговариваете. Очень просто. 3 простых шага. Поверните кольцо, сделайте снимок и отправьте. Ну хорошо, я пойду проверю это в действии, а пока расскажите нам про интерфейс. Ну, интерфейс здесь заключается в этом кольце. Когда вы смотрите на дисплей, достаточно повернуть это кольцо, и диаграмма этого колеса появится на экране. Но я хочу показать вам еще одну функцию, которая называется Photo Suggest. Нажмите иконку GPS, и она определит ваше местоположение и покажет на карте снимки других пользователей, которые сделали его в этом самом месте и переслали в интернет. После этого вы можете сделать свой уникальный снимок. Понятно, но я проверяю Smart Mode. Расскажите мне о нем. Smart Mode. У нас 25 разных режимов, из которых можно выбрать. Многие из них усовершенствованы, а некоторые совсем новые. Простите, продолжайте. Да нет, я просто хотел объяснить насчет Smart Mode. Чтобы получить профессиональные результаты через этот достаточно простой интерфейс. Но я-то хочу спросить, какой именно надо использовать? Да. Вот для этого мы разработали функцию, которая называется Smart Mode Suggest, которая автоматически выбирает необходимый режим из 12 возможных, основываясь на условиях съемки. Ну, скажем, я хотел бы снять вас крупным планом. И Smart Mode предложит мне режим крупный план. Если я буду снимать в плохих условиях, мне предложат ночной режим. Ну что ж, вот и все о Galaxy S4 Zoom. Было очень приятно быть здесь сегодня с вами. Я благодарю вас за ваше внимание. Всего самого хорошего. До новых встреч.